Маш Дуал, Сахам Сырноукости. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Сегодня у меня такой заказ, ну, он у меня уже в моем меню часто заказывают, деликатес, можно сказать. Конечно, многие мои подписчики, вы никогда его и не приготовите, но все-таки я сегодня готовлю и хочу показать вам. Может быть, кому-то будет интересно, может быть, кто-то из моих соотечественников тоже вспомнит это наше старое блюдо, в принципе, да, и забытое в большинстве случаев. Хотя вот я потом потихонечку буду вам показывать и буду говорить, что и как, насколько я знаю. Вот так вот. Ну, мы какое-то время его делали часто, но сейчас уже сын не хочет уже осмаливать и головы, и не то, что не хочет, у него нет времени. Он этим занялся, когда у него не было работы, сейчас он интенсивно работает, поэтому просто нет времени это делать. Он как-то загорелся этим делом. Я даже и не думала готовить такие блюда на заказ. Но сейчас я уже покупаю уже очищенную, ну, уже потихонечку разговор идет к чему. Но сейчас я опущу камеру, наверное, и мы будем с вами беседовать. Но я понемножечку подготовилась все-таки к съемке. Что-то я не могу наладить камеру, что-то он у меня отсвечивает все, но, к сожалению, Ибрагима нет дома, придется так. Значит, вот о чем идет у нас речь. Это баранья голова и бараньи ножки. Как я сказала, мы раньше это делали сами. Мы покупали баранью голову и ножки не очищенные. У нас тут недалеко есть бойня, где дагестанцы режут баранов. У них покупали и сам он осмаливал, и вот так вот мы продавали их на заказ. Но вот это вот я уже покупаю в готовом виде, как видите, уже осмоленные, почищенные. Ну вот прислали мне на такси. Голова так вроде бы ничего, но вот ножки очень худенькие получились. Очень худенькие, конечно, когда мы сами это делаем, они у нас бывали намного лучше, не знаю, где они у них такие попались. Итак, и дело в том, что вот у меня этот заказ, мне его нужно отдать, но, к сожалению, я утром забыла предупредить сына, чтобы он мне отделил вот эту вот часть, нижнюю часть, и мне надо еще разрубить его вот так вот напополам. Но некоторые его не рубят, просто отделяют нижнюю часть челюсти, а это не рубят. Но мы в основном, я не знаю, у нас в доме всегда это разрубливалось, потом закрывалось нитками, чтобы мозги можно было поесть, и они сварились. В таком виде, если сварить, то мозги, конечно, не поедят. Ну а есть многие любители, которые едят эти мозги, друзья. Так, поэтому я сейчас решила, знаете что? Я это пока оставлю. Мне надо еще их и почистить, и щеточкой везде пройтись. В ушках, хотя это может быть некрасиво, да? Везде в ушках, везде в ноздрях, везде. Потому что у меня столько было вопросов, мои дорогие, в моем WhatsApp, почему вы вот это вот не срезаете? Не срезаю. Потому что если срезать, то очень некрасиво получается. И у нас раньше это не срезалось. Во-первых, вообще у нас, в принципе, вот, я имею в виду у нас, у ингушей, я не могу точно сказать, у чеченцев есть или так, потому что я как-то не интересовалась, можно было бы и поинтересоваться. У нас, у ингушей, раньше, сейчас тоже это, конечно, нужно делать, но сейчас облегчили. Раньше, когда приезжали гости, захолож, можем так скажем, почетные гости, им всегда на стол в одном отдельном блюде подносили голову, не ноги, правда, голову, баранью голову обязательно, бараний курдюк и грудинку баранью. Это было в большом, огромном блюде. Это считалось, вот такое почтение делается гостям. Вот именно гостям, которые, вот, например, приезжают первый раз, родители, там, снохи, или родители, наоборот, родители мужа, дочки, например, зятя, да, вот такие вот, когда сваты друг к другу ходят, вот тогда ставится эта голова, курдюк и грудка вот такая вот, и ставится это не сразу на стол, ставилось раньше,
Вот, например, они начинают, да, трапезу, кушают, и примерно на, ну, где-то в середине, наверное, трапезы, уже, ну, примерно же мы знаем, когда вот начинают уже не к концу, вот так вот, отдельно приносилось это блюдо вот именно как бы как главное блюдо, можно сказать. И этим было показано, что гостям сделано уважение, сделан почет, что для гостей зарезан баран, потому что раньше-то нельзя было это все купить отдельно, друзья. Ну, вот мои времена, например, мы не могли отдельно купить голову, там, курдюк, что-то. В принципе, да, всегда, вот когда бывали вот такие почетные гости, покупался баран, его дома резали, все это разделывалось, варилось и вот так вот преподносилось. Ну, а сейчас можно купить хоть, как мне один мясник сказал, хоть половину ножки. Я за мясом поехала и спрашиваю, так, вот потихонечку-то я отставлю, пока мой сын не приедет. Так, ну для этого еще мне нужно для блюда, поэтому приготовила сразу картошка нужна, чесночок для подливы чесночной. И мне нужно сделать галушки кукурузные, поэтому сейчас начну. И я спрашиваю у мясника, я говорю, хотела купить себе говяжьи ноги, потому что, мальчики мои едят, но крайне редко едят ноги или холодец. А я люблю. Я очень люблю говяжьи ноги, и бараньи тоже люблю. И себе хотела купить одну ножку, и думаю, интересно, они продадут одну ножку? Я говорю, одну ножку продадите говяжью? Он говорит, продадим, говорит, хоть половинку. Поэтому сейчас можно купить хоть что. Хоть половинку, хоть серединку, хоть что. Так что не проблема в нынешнее время купить и отдельно голову, и отдельно мясо. Сейчас так это и делается. Покупается этот же курдюк. Голову в последнее время и не ставят на стол. Так, в описании я оставлю, как делать галушки, если кому нужно. Голову не ставят, сейчас ставят просто курдюк и грудинку баранью. Голову уже перестали ставить. Хотя вот в последнее время, как увидели у меня в WhatsApp, что у меня есть в продаже готовые, у меня заказывают. И теперь спрос пошел, и заказывают уже и очищенные. Раньше этого не было. Сейчас идут заказы. Было, но не так как-то распространенно, не было, сказать не могу. Но вот в последнее время они перестали ставить наши на стол для почетных гостей именно голову. Просто какое-то время никто их не чистил. Даже вот у нас же Курбан-Байрам, когда делается обычно, я буду делать и общаться с вами. Обычно, в принципе, в большинстве случаев режут барана. Так, значит, здесь у меня кукурузная мука, есть также пшеничная мука, яйцо и растительное масло. Я иногда делаю и без яйца, и без растительного масла. Но сейчас делаю так. Можно и так, можно и так. И это блюдо не часто готовится. Часто его готовить тоже часто не будут есть, а так едят. И на Курбан-Байрам, когда режут баранов, у нас какое-то время сейчас уже снова перестали, потому что это все-таки больше уже и информации, и всего, что нельзя это все так делать. Начали просто не чистить и выбрасывать. Выбрасывать кишки, выбрасывать требуху, выбрасывать эти же головы. Но это просто нельзя делать, потому что зарезанный на Курбан-Байрам баран, его нельзя выбрасывать, нельзя. Надо обязательно его приготовить и постараться все-таки поесть. Только не выбрасывать. Хотя бы, чтобы и кошки поели, если даже не люди, да? Потому что это харам. Вот так вот. Так, сейчас сюда я наливаю кипяток. Прям крутой кипяток. Буду замешивать вот так вот тесто. Где-то, знаете, я в описании напишу, на 600 грамм кукурузной муки, вернее. Так, извините. Так, что-то у нас очень плохая связь, не дозвонился этот человек до меня. На 600 грамм кукурузной муки 400 миллилитров
кипятка. Я добавляю обычно. Так, сейчас я отчекаю и уже буду дальше замешивать руками. У меня, я знаю девочек, наших родственниц, которые даже на холодной воде делают. Но я как-то еще не рискнула и не пробовала холодной водой. Обычно всегда делала кипятком. Надо будет как-то посмотреть тоже. И как на воде, на холодной воде делать. Так вот. Кукурузные галушки тоже, в принципе, на любителя. Но с этим блюдом обычные мучные как-то и не очень-то пойдут. С ними лучше все-таки кукурузные. Так, на обед у меня не получится, потому что сын приедет только на обед, но, наверное, где-то к часам к 4 я его сделаю. Сейчас поэтому хочу здесь налепить галушки, варить их пока не буду, чтобы, когда он приедет, разделает мне голову, и я могла уже просто отварить все и отправить. И вы знаете, друзья, в действительности, я поговорю с вами, наверное, именно я благодарна вам всем однозначно, потому что у меня появилось очень много друзей. Я действительно очень много друзей, подруг, можно сказать, друзей, подруг, знакомых, как хотите, из-за Ютуба, своих ингушек. Также много-много разных национальностей из разных стран мира. Я вот не преувеличиваю, не увеличиваю там свое какое-то значение, но столько женщин со мной общаются, и это многого стоит. И если честно сказать, в действительности, что в радости, что в горе, в радости-то еще, вы знаете, мы как-то с радостью справиться нам несложно, а вот справиться с горем в одиночку это очень трудно. И, вы знаете, очень многого стоит общение с вами. Очень много людей общаются со мной в личку. И начали общаться именно даже когда вот у меня случилось такое горе, когда страшнее горе, в принципе, и страшнее потери в жизни человека нет. По-любому, да, эта потеря должна быть. И вроде бы, конечно, хочется, чтобы эта потеря была чем позже, тем лучше каждому, но Всевышний знает сам, когда и что должно происходить. Но по-любому, если даже мы как бы... я по себе говорю, я не знаю, я не могу сказать про других, если даже я считала себя как бы готовой к тому, что да, мама в какой-то момент уйдет, что у нее уже возраст, но, честно сказать, я не думала, что это произойдет так, по крайней мере, мне так не казалось, потому что она была, как здоровой сказать невозможно, конечно, но по ее возрасту ничего такого у нее не было. Так, смажем руки растительным маслом. Можно просто водой. Я не была, оказывается, я не была к этому готова. Действительно, я не была к этому готова. И я не буду рассказывать, что там происходило у меня внутри. Это у каждого, наверное, происходит по-своему. Но момент, первые 2-3 недели, мне было очень сложно. Вот, действительно, это был так. Вы меня извините за эту съемку перед этим, но уже переписывать это будет не вариант. Что-то было с телефоном. Вроде бы я разобралась, и теперь резкость хорошая. Так, наверное, я присяду и буду сидя лепить. Будет видно мои руки. Как-то на диван не хочется, там слишком. И к чему я все это веду? К тому, что в действительности, друзья,
Если бы не мои подруги, особенно мои подруги из моей группы, именно группы подписчиц, вы знаете, что я всегда говорю, часто говорю о том, что у меня есть такая группа, практически почти, можно сказать, ну, если даже не со дня, ну, все девочки со дня моего открытия канала со мной. Так, ну, все-таки я буду мочить руки маслом, слишком много масла будет. И их поддержка очень-очень была для меня очень большой поддержкой, именно моральная поддержка, друзья. Они были со мной всегда. Во-первых, они знали, когда можно со мной общаться. Они меня не тревожили первые дни вообще. Но потом, когда я уже осталась одна, когда все наши гости разъехались, мои девочки меня не оставляли. Что в группе, что каждая по отдельности. И не то, что вот ну, и группа, да, и девочки, которые, женщины, которые со мной, у меня очень много женщин с WhatsApp, с канала общаются со мной по WhatsApp, но не каждый день, друзья, мы просто общаемся время от времени, да, вот, может, неделю один раз, может, 2 недели один раз, но они интересуются всегда, и что у меня, и как у меня, потому что роликов же нет каждый день. Но мы очень привязались, вот настолько мы привязались, что хочется знать, им очень хочется знать, что у меня, как у меня, и мы общаемся. И вы знаете, даже вот общение одной моей подписчицы со мной вообще привело меня в порядок, потому что, может быть, просто сейчас кто-то скажет, вот, мол, до 90 лет прожила мама, и она вот прям вот... Я не думала, я сама так думала, когда у кого-то так покидали родители в преклонном возрасте, что почему они вот, ну, настолько вот ведут себя так, да, вот переживают, расстраиваются. Мол, они же прожили вот столько, да, мама прожила 90 лет, но все равно, друзья, если если кто-то потерял свою маму, то вы знаете, о чем я говорю. Но тот человек, который еще не терял, он не поймет этого. Он никогда в жизни не... Так, ну вот. Сын приехал на обед, голову разрубил мне. Вот как видите. Вот так вот. Но теперь вот это дело тоже надо дальше немножко обработать. Вот эту часть я просто отрежу, выкину, она не нужна. Так, и надо будет вырезать язык. Так вот. Мы это дело разрезаем напополам. Это, конечно, все будет чиститься щеткой сейчас. Места, где зубы, тот же язык. Все тщательно помоется. Язычок тоже будет вымыт. И здесь я уже прошлась по ноздрям, по ушам ватными палочками. Здесь были рожки тоже. Но сейчас завяжу и уже щеткой, кухонной щеткой все это вычищу. Так вот мы завяжем ниточкой, чтобы это совсем не развалилось. Туда уже будет поступать жидкость, и наши, вернее, бараньи мозги сварятся. Потом, когда уже будет накрываться на стол, конечно, это ниточки снимутся. Неудачная голова, конечно, попалась. Обычно мы, когда сами покупаем, голова бывает большая, хорошая голова и ножки. Но, видимо, это молодой барашек, он сварится быстро. Придется, хотя цену они у меня взяли хорошую за него. Но я уже не смогу за него взять такую цену, как обычно я спрашиваю.
Мои дорогие, это концовка другого ролика. У меня были гости, снять этот заказ я просто не успела. Ну вот как-то так.